Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот наша тема. Расчищают снежные завалы. Нет рабочих, дефицит. Как справляются коммунальные службы с последствиями снегопада? И довольны ли уборкой казанцы, расскажет Рамиль Галиулян. Итоги года в вопросах и ответах. Понравился один его ответ. То, что президентом быть очень сложно. О чем рассказал Рустам Минниханов, выслушал Дмитрий Аренин. Детскому саду здесь не место. Мы не хотим отдавать эту площадь. Почему альметьевцы против строительства нового объекта, выясняла Филюза Хамидуллина. Путешествие в волшебную сказку. Кого пригласили на республиканскую елку, увидела Анна Городнова. Ночь простоять и день продержаться. Казань приходит в себя после сильного снегопада и вновь встает в 8-бальной пробке. За минувшие сутки дорожники вывезли около 8,5 тысяч тонн снега. Из-за обилия осадков МЧС перекрыла Услонскую переправу. Число аварий по республике увеличилось, констатирует ГИБДД. Что впереди, попытался поразмышлять Рамиль Галиулин. Шум работающей техники не прекращается ни на минуту. К большой чистке улиц коммунальщики приступили вечером, когда схлынул основной поток транспорта. Освободить дороги от снега вышли 49 рабочих и 288 единиц спецтехники. Грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. В этом году заготовили 80 тысяч тонн песко-соляной смеси. Но если с реагентами и техникой проблем нет, то с кадрами дефицит. Прямо сейчас не хватает 400 дворников. Я бы не сказал, что зарплата маленькая. Зарплата достойная, в принципе, по среднему уровню. Просто нет рабочих, дефицит рабочих. Так и механизаторов. Есть проблемы с механизаторами. К сожалению, тоже не хватает. Бывает, что технику приобретаем, но очень трудно искать механизаторов. Молодежь особо не идет работать. За сутки с улиц Казани вывезли более 8,5 тысяч тонн снега. Это примерно 1000 КАМАЗов. Работа не прекратилась и утром. Особенно тяжело пришлось дворникам. Спали 3 часа. Все для того, чтобы по тротуару можно было пройти. Это вот ерунда уж. До этого еще много было снег. Стараемся убрать полностью. По словам коммунальщиков, одна из главных проблем при уборке снега – это оставленные у обочины машины. Поэтому казанских водителей просят не бросать на ночь свои автомобили, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники. Несмотря на усилия рабочих и заверения властей, не все казанские водители остались довольны состоянием дорог. Дороги сегодня вообще здорово почистили, а вот во дворах все плохо. Вчера, допустим, вечером снег выпал, ночью уже почистили. В прошлом году такого не было, чтобы сразу чистили. Не в свое время дворы убираются. Дороги еще ладно, центральные. Абсолютно некомфортно. Пока некомфортно. Но я думаю, что, наверное, к вечеру, может, они где-то там работают, но я пока на своем пути, вот сегодня целый день за рулем, я пока не видела ни одной машины. Снегопад прибавил работы инспекторам. За сутки в Казани произошло 327 ДТП. Обычно их не больше 200. Плохая видимость, не соблюдают дистанцию и торопятся. Из-за обильного снегопада временно закрыли некоторые ледовые переправы. На ледовой переправе Верхний Услон, село Верхний Услон и населенный пункт Арчино города Казани. Вчера в связи с тем, что были крайне неблагоприятные погодные условия, это сильный ветер, очень обильный снегопад, эксплуатация ледовой переправы была временно приостановлена. В настоящее время на ледовой переправе идет очистка ледовой переправы от снега. И по окончании очистки этой ледовой переправы, приведению в надлежащее состояние, эксплуатация ледовой переправы будет продолжена. Чистить еще придется не один день. Синоптики прояснений не ждут. Временами в ближайшие 3 суток будет отмечаться снег, метели с ухудшениями видимости, ветер сильный порывами до 16-18 метров в секунду. В ближайшие сутки в Казани и за Казани выпадет половина месячной нормы осадков. Это первый обильный снегопад зимы 18-19. Рамиль Галиулин, Игорь Романов, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Сильный снегопад ритм жизни горожан сбавил, но на планы не повлиял. Вот и журналисты сегодня без опозданий пришли на ежегодную новогоднюю встречу с Рустамом Миннихановым. О самом актуальном, открыто и с настроем на позитив. Итоги года, комментарии последних новостей республики из первых уст. Обо всем по порядку. Дмитрий Аренин.
Сегодняшняя встреча журналистов с Рустамом Миннихановым началась не как обычно с вопросов президенту, а с вопросов самого президента. Рустам Минниханов, увидев своего знакомого юного ведущего телеканала Шаян ТВ Ильдара Диньятова, поинтересовался, как у него дела. Напомню, на презентации телеканала мальчик сказал Рустаму Минниханову, что тоже хочет стать президентом. Оказалось, не все так просто. Президентом быть очень сложно, и лучше не быть таким. И я больше не буду таким. Не хочу быть больше президентом. Оно и понятно. Президенту приходится принимать очень сложные решения и не всегда популярные. Это инициатива Рустама Минниханова отменить 50% скидку на автоштрафы. Сегодня президент еще раз объяснил, что это делается не для сбора денег, а ради безопасности самих людей. Штраф не компенсационная мера. Это мера сдерживания. Вот вы все под Богом, я тоже. Кто-нибудь был в аварии? Я 2 раза попадал в аварию. Вы представляете? Где-то порядка 400 человек каждый, а было еще больше. 600, даже 650. Мы теряем. Это только те, которые как бы скончались или там трагически погибли. А те, которые получили увечья, сколько их? Есть свой взгляд у президента и на ситуацию с ростом цен на бензин. Меня тоже, как и всех россиян, волнует ситуация на топливном рынке. Но просто надо понять, откуда эта проблема появилась. Ведь, по большому счету, она появилась после всех этих наших налоговых изменений конструкции налогообложения. Просто надо понять. Продолжая тему федеральных чиновников, Рустам Минниханов прокомментировал сегодняшнее заявление министра финансов страны, что строить ВСМ не нужно, потому что это экономически невыгодно. Когда ты женишься, твоя жена будет говорить, что у нее пальто такое и холодно, надо купить шубу. И ты в этот момент должен очень грамотно отказать. Сказать, что сейчас вот те, кто в шубах ходят, их могут облить кислотой, и я беспокоюсь за твое здоровье. А не сказать, что у тебя денег нет, и ты, значит, не готов ей купить. Помочь экономике должны и национальные проекты. Их в республике будут воплощать по 47 направлениям. Очень сложная задача. Но задачи не бывают простые. Простые задачи неинтересны. Очень сложная задача, и не везде все еще понятно, но ничего. Рустам Минниханов отметил, что создание в стране экономических макрорегионов пойдет на пользу. С соседями нужно лучше кооперировать. Республика готова сотрудничать с Башкортостаном. Ни о каком соперничестве речи нет. Иногда любят это дело поджигать. Я считаю, что ближе татарина и башкирина нет никого. У нас там несколько произношений только разные, но что нам делить? Говоря о предстоящих выборах в Госсовет, Рустам Минниханов отметил, что для единороссов это будет экзамен на доверие. Каждый отвечает за свои поступки. Наши депутаты, которые представлены «Единой Россияне», доложат о своей работе. Значит, население, если окажет доверие, значит, их выберут. Не окажет доверие, значит, будет кто-то другой. Поэтому я не вижу каких-то проблем, потому что парламент Татарстана, он авторитетный, он дееспособный. Да, конечно, какое-то количество депутатов будет обновлено. Пойдет ли сам Рустам Минниханов в новый президентский срок, говорить пока рано. А вы выборы объявите сначала, потом поговорим с вами. Подытоживая итоги года, Рустам Минниханов рассказал, что все республиканские программы успешно реализованы. Такая масштабная работа продолжится и в следующем году. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня у Рустама Минниханова очень насыщенный день. Чуть позже мы расскажем, как он пообщался с самыми талантливыми детьми Татарстана и поприветствовал всех школьников на республиканской елке. К другим темам. Сразу 2 продукта компании «Тайфынка» были отмечены наградами конкурса «100 лучших товаров России». Это дизельное топливо Евро-5 и бензин неэтилированной марки.
Эту победу можно без сомнения назвать безоговорочной. Сразу 2 продукта компании «Таиф НК» были включены в список 100 лучших товаров России. Обойдя десятки производителей, дизельное топливо Евро-5 стало лауреатом, а неэтилированный бензин марки АИ-92К5 – дипломантом престижного конкурса. Открытое акционерное общество «Таиф НК». Уже не первый год продукция нефтеперерабатывающей компании становится победителем этого престижного конкурса. И ежегодно компетентное жюри отмечает ее высокое качество. Именно с «Таиф НК» связано появление на рынке Татарстана экологичного типа топлива Евро-5. Характеристики выпускаемых топлив способствуют снижению выбросов в атмосферу и продлевают срок службы автомобиля. Мы все ездим на этом бензине. Движок скрывается. Движок чистый вообще. То есть получается, ни нагара, ничего абсолютно не образуется. При этом зимой заводится легко. Сегодня «Таиф НК» включает целый комплекс производств, выпускающих более 25 наименований нефтепродуктов. Программы модернизации, реализованные на предприятии, превратили его в мощный производственный объект европейского уровня. Сегодня нефтеперерабатывающий завод акционерного общества «Таиф НК» – это современный, активно, динамично развивающийся комплекс по переработке нефти. Наше руководство активно строит новые объекты и модернизирует существующие. В первом полугодии 2018 года выпуск автобензинов вырос практически на 58%. В планах увеличения доли выпуска светлых нефтепродуктов. За высокой оценкой и всероссийским признанием продукции компании стоит постоянная и кропотливая работа по совершенствованию как технологического, так и управленческого процессов. Новые технологии внедряются не только на производстве, но и в системе управления. Именно это обеспечивает стабильно высокое качество производимой продукции, конкурентный и инновационный потенциал общества. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. За деревню теперь им не стыдно. Сегодня жители села Табаево Лаишевского района танцевали от радости. После капремонта открылся Дом культуры. Село входит в этнотуристический маршрут республики. Ежегодно здесь принимают тысячи гостей. Ремонта в клубе не было со времен постройки с 1984 года. Сейчас это теплое здание, зрительный зал на 200 мест, кружковые комнаты, хореографический зал. Поздравить сельчан приехал государственный ансамбль песни и танца в республике. Изменился, конечно, до неузнаваемости. Все здесь ново. И мебель, и строение. Мы очень рады. Светло, тепло, удобно. Вот, кружковые для детей есть. Дети тоже у нас ходят. Превосходно. Просто сравнения нету. Мы даже не думали, что может какой-то будет. А это вот сейчас заходишь, и как бы ощущение, как будто мы сидим в Казани. И в Азнакаево сегодня праздник в городе. После капитального ремонта открылась центральная поликлиника. Обновление стало возможным благодаря республиканской программе. На выделенные деньги в здании обновили потолки и полы, установили окна и двери, отремонтировали фасад. Рабочие заменили электропроводку, вентиляцию, отопление. Теперь здесь и новое медицинское оборудование. Принимать пациентов начнут с Нового года. Взрослая поликлиника в смену принимает более 700 посещений. Более 700 посещений в смену, поэтому это действительно очень такой важный объект. И очень важно, что будет у нас тут, как это будет выглядеть, в каких условиях будут пребывать как пациенты, так и медперсонал. На проблему только со своей колокольни. В Альметьевске жители одного микрорайона выступили против строительства нового садика. Говорят, ходить во дворе будет негде. Хотя только в этом районе 300 малышей ждут своей очереди в детский сад. А по городу и все 4000. Как бабушки вмешались в планы действий, расскажет Филюза Хамидуллина. Тут дорога была. Сейчас где они будут ходить? Фануза Валеева во втором микрорайоне живет больше 40 лет. Говорит, эта детская площадка с зеленой зоной единственная на несколько домов. И в ноябре, как гром среди ясного неба, начали свои забивать. Тут должен был быть сквер. Скамейки, парк маленький, и чтобы дети тут играли. Нигде нету тротуаров. Мы ходим, прямо посмотрите, вот мы идем, и машины на нас едут. Этот микрорайон один из густонаселенных. Здесь 5 детских садов и школа на 900 детей. Жители боятся. После открытия нового сада здесь совсем не останется места для прогулок. Приезжает очень много машин, так как в садике в основном из новых районов люди приезжают с детьми. Все стоянки забиты, все забито. Спецтехника не может проехать. Не все против нового детсада. За стройку молодые семьи. В микрорайоне 300 детей в очереди. Раз не хватает мест, я как бы за
Да. Потому что все равно же здесь будет благоустроенная территория. Сейчас в районе 90 детских садов. При этом 4000 малышей до 3 лет дома с родителями. Об этом уже на собрании жителей 2-го микрорайона с местными чиновниками. И наша, прежде всего, цель ни в коем случае, конечно же, не ущемлять жителей. Понятно, что какие-то неудобства они будут, они в том числе в процессе строительства всегда возникают. Конечная итоговая цель однозначно должна быть в преображении всей территории. Центральный микрорайон, удобные подъезды будут сделаны к детскому саду. Детские площадки, находящиеся во дворах, они будут перенесены. Жителям микрорайона пообещали, подъездные пути в детсад сделают удобными. Появятся тротуары, парковки, будет и свет. Новый детский сад на 220 мест откроют в новом учебном году. Строительство уже начали. По такой же федеральной программе в следующем году откроют еще один детский сад, но уже в другом микрорайоне. Но и это не решит острую проблему. На сегодня около 2500 детей нуждаются в детских садах. Филюза Хамидуллина, Ирина Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. А я напомню, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. В тройке по количеству призеров Олимпиад. Новые методики для родных языков и учителя по шахматам. Итоги работы Министерства образования Республики сегодня подвел Рафис Бурганов. По словам министра, скоро школьников и их родителей ждет сразу несколько новых концепций. О чем они и как будет меняться образование, подробнее расскажет Салават Мухаммадуллин. Учителя внедрили игровые уроки, дети заговорили. Так теперь в татарстанских школах преподают родные языки. 2 часа в неделю, татарский, русский, марийский, на выбор сразу 7 языков. А после принятия всероссийской концепции изучения родных языков их может стать еще больше. Сказать, что сегодня эта концепция есть, утвержденная, пока нет. Но я думаю, что не далее, чем первое полугодие следующего года такая концепция должна появиться и быть утверждена. Сейчас в республике 416 тысяч школьников и больше 200 тысяч детсадовцев. И всех родителей волнует их безопасность. В 2019-м все школы и садики будут оборудованы тревожной кнопкой. Также в следующем, уже учебном году, в татарстанских школах могут появиться учителя по шахматам. Мы просто выиграли этот нацпроект, который подразумевает, там будут ремонты в классах ОБЖ, еще что-то. И в рамках этого дополнительно мы должны будем заниматься в том числе шахматами в рекреационных зонах. Есть за что поощрять. 6-й год подряд Татарстан занимает 3-е место по количеству медалей на всероссийских олимпиадах. У нас 139 призовых мест. Средние баллы по ЕГЭ выросли, а для подготовки учителей стартовал проект по созданию Национального пединститута. Не забывают и о студентах. По всей республике открылись больше 30 ресурсных центров для подготовки к WorldSkills. Казань примет мировой чемпионат уже в августе. В 2018-м были открыты 12 новых школ и детских садов. Дополнительно в разработке концепция новой трехязычной школы. Идею месяц назад предложил Митимир Шаймеев. Мы хотим новую идеологию школы создать. Конечно, под эту идеологию будет соответствующее здание и по месту, и по всему. В концепции есть начальная школа, в концепции есть интернат, в концепции есть детский сад. Конечно, сейчас пока преждевременно говорить, но там есть новые элементы, которых мы пока с вами в действующей схеме не видим. Сейчас нуждаются в ремонте почти 300 мастерских, учебных лабораторий и корпусов татарстанских школ. Плюс уход от второй смены и финансирование разработки новых учебников по татарскому языку. Это лишь часть вопросов, которые предстоит решить министерству уже в новом году. Салават Мухаммадуллин, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Купила серьги, сбылась мечта. Подарок в канун Нового года от сети ювелирных салонов «Яхонт». Однокомнатная квартира достался жительнице Зеленодольска Ольге Абросимовой. Я так волнуюсь. Наконец-то моя мечта сбылась. Ольга Абросимова с трепетом открывает дверь теперь уже своей квартиры. А началось все с решения побаловать себя любимую золотыми серьгами. Выбор пал на сеть ювелирных салонов «Яхонт». После покупки Ольга стала участницей грандиозной акции в честь 20-летия сети. А на днях узнала, что выиграла квартиру. Я не поверила, потому что сколько раз... Я участвовала в таких конкурсах, то есть ни разу такого не было, чтобы я выигрывала. Это просто для меня как будто был розыгрыш.
Однако сон оказался явью. Теперь Ольга мечтает быстрее переехать и уже спланировала, какая цветовая гамма будет доминировать в ее квартире. Обои, думаю, будут светлые, чтобы квартира казалась просторной. Хотя она и так просторная. Волшебство подарила сеть ювелирных салонов «Яхонт». Огромный ассортимент украшений, возможность выбрать свое изделие по приятной цене и обязательно загадать желание, особенно подбой курантов. Алия Хайрудинова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Поделился мечтами. Я бы, наверное, сварщиком попробовал себя. О чем говорила талантливая молодежь и президент республики Альбина Аслгараева. Путешествие в волшебную сказку. Кого пригласили на республиканскую елку, увидела Анна Городнова. За значительный вклад в образовательные, историко-культурные и научные проекты Рустам Минниханов сегодня вручил орден Дослек научному руководителю Института востоковедения РАН Виталию Наумкину. Он автор более 500 публикаций по истории Востока, стран Центральной Азии, Кавказа и исламоведения. Если бы Рустам Минниханов участвовал в WorldSkills, то соревновался бы в компетенции «сварочное дело». Так, на вопрос казанской школьницы он ответил на встрече с талантливыми детьми. Он принимал их сегодня в своей резиденции в Кремле. Здесь 15 человек, победители олимпиад, конкурса WorldSkills, волонтеры и спортсмены. Можно видеть на карте Великая Болгария, вот около Азовского моря до Черного. Перед встречей для детей экскурсия по Музею государственности. Знакомят с историей татар и Татарстана. Затем прогулка по губернаторскому корпусу Кремля. Ребята не упустили возможность сфотографироваться в рабочем кресле президента. А еще прогулялись по Казанскому Кремлю. Ребятам рассказали легенды башни Сюмбике. Юные гости попали на смотровую площадку, на которую президент водит только иностранные делегации. Рассаживаются, волнуются, переживают. Не каждый день есть возможность пообщаться с президентом. Так, Альбина Ахметова из Знакаевского района, победитель национального чемпионата WorldSkills, спросила, какую компетенцию выбрал бы президент, если бы принимал участие в соревнованиях. Я бы, наверное, сварщиком попробовал себя. Хотя примитивную я сварку знаю, так как мы учились в техническом вузе. Но я считаю, что человек, который высокого уровня сварщик, это вот как художник. Вопросов много, и они разные. Какие СМИ читает президент, как в республике будет реализовываться новый закон о домашних животных и какой сверхспособностью он бы мечтал обладать. Я, наверное, все-таки хотел бы быть, наверное, хорошим спортсменом, если вот такая возможность была. Какие-то спортивные данные. Скажем, вот хорошо играть в гольф. В последнее время эта тема для меня интересна. Среди представителей детских и молодежных организаций, победителей федеральных и республиканских конкурсов и олимпиад был один герой нашего времени. 11-летний Артур Нугуманов из Камско-Устинского района спас из воды своего друга. Сложно было спасти человека? Сложно это было тебе? Нет. Я начала захлебываться, но это было легко, это быстро, потому что произошло. Президент просил детей не стесняться угощаться чаем и сладостями. Призвал он их быть смелее и в жизни. И, конечно же, не обошлось без новогодних подарков. Альбина Аслгараева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На это представление билетов не купишь. В Казани сегодня прошла республиканская елка. В столицу пригласили более 8 тысяч ребят со всей республики. Это отличники, активисты, спортсмены, дети из многодетных семей, инвалиды. Детей поздравил президент Рустам Минниханов с яркого шоу Анны Городнова. Я сделал робота, который будет помогать на даче. Робот для посадки семян, который придумал Григорий Ливанов из Нижнекамска, теперь известен на всю страну. Проект победил во всероссийском конкурсе. Машина может делать грядки и призвана помочь пожилым садоводам. У меня бабушка на огороде была, и она уже старая. И вот, чтобы ей помочь, я вот придумала это. Приглашены на елку ребята со всей республики. О своих успехах говорят с гордостью. Я занимаюсь фигурным катанием. Я чемпион Татарстана среди своего разряда. Занимаюсь легкой атлетикой. Я когда узнала, что меня сюда пригласили, я очень обрадовался. Стараюсь учиться на
только на пятерке. На одной сцене Шурале, Батыр, Волк-Забивака, Суанасы и 7 гномов герои объединились, чтобы вернуть похищенную сказку и вместе украсить елку. Игрушки зрители привезли с собой. Республиканская елка в этом году проходит 18-й раз. В зале нет свободных мест. Приглашены более 8 тысяч детей и почти 1000 артистов. Все гости приглашают в волшебный мир сказки. В одном ложе с президентом за шоу наблюдает и Артур Фекляев. Он лучший в ресторанном сервисе чемпионата по профмастерству «Обилимпикс». О такой встрече он мечтал давно. Спросил про то, что каким еще он видом спорта занимается, кроме хоккея. Он ответил, что гольфом, только положительные эмоции. Все супер, запомню надолго. Президент поблагодарил всех участников за успехи и напомнил, что в следующем году Казань примет всемирный чемпионат рабочих профессий. В его проведение будут привлечены 3500 волонтеров. Уверен, среди вас есть добровольцы и общественные активисты, которые многое делают для жителей и для республики. Выражаю огромную благодарность всем волонтерам. Бекзур рахмат сизга. Приглашенной звездой на празднике стала певица Юлиана Караулова. Всем вручили подарки. А уже завтра в Москву на главную елку страны отправятся 104 татарстанца. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Далее о погоде на завтра, после чего на ТНВ вызов 112. Но я прощаюсь до следующего выпуска в 21:30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Чем ближе Новый год, тем сложнее даются очки в турнирной таблице. Хоккеисты «Акбарса» в Минске столкнулись с местным «Динамо». Соперник потерял мотивацию в борьбе за плей-офф, однако не потерял желание обыграть обладателя Кубка Гагарина. Один из главных фаворитов Восточной конференции пропустил в начале встречи 2 безответные шайбы. Причем забивали экс-игроки казанского клуба Терещенко и Костицын. Казанцы начали просыпаться в заключительном периоде, забросили дважды. Но в это время белорусы успели отличиться. Итоговый счет 3-2 в пользу Минска. До конца календарного года «Акбарс» проведет 3 матча. После Сочи и ЦСКА болельщиков ждет татарстанское дерби. Тем временем ватерполисты «Синтеза» поделили очки с московским «Динамо» в стартовом матче 3-го тура чемпионата России. Проигрывая 0-1 и 2-3, гости всегда находили в себе силы вернуться в игру и даже вышли вперед в середине второго тайма 4-3. Однако «Синтез» сравнял шансы, и самое интересное началось после большого перерыва. Итог – нервная концовка, в которой соперники не определили победителя 10-10. Самым результативным игроком в «Синтезе» стал Алексей Рыжов-Оленичев, забросивший 3 мяча в ворота соперника. К другим темам. Завершили борцовский сезон турниром среди юношей. Балтасинский район в этом году стал лучшим по многим показателям национального вида. Сборная команда заняла первое место на чемпионате Татарстана, а также представители этого района возглавили итоговый список по результатам всех соревнований. После нескольких лет паузы Балтаси снова в топе национальном виде кураж. Что касается итогового турнира, Кубок главы района, он проводился в 23-й раз и собрал в спортивный зал 25 команд и 130 борцов. Много уделяется национальной борьбе. Даже вот среди молодежи проводится больше 10 соревнований. А молодежь – это уже будущее. Можно сказать, закладывается фундамент. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! 26 декабря в Татарстане ожидается умеренно морозная погода, местами метель, ветер по-прежнему порывистый. Более подробнее после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» поздравляет жителей Татарстана с наступающим Новым годом и дарит новогоднюю скидку 20% на кухню вашей мечты. «Данил Мастер». Приходите. Казань, Восстание 23. Звоните 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, снег и 9 мороза. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают снег и 8 градусов со знаком минус. На севере Татарстана, Менделинске, Акрызе, Менделеевске также облачно, местами метель и минус 8. Для северо-запада 26 декабря будет умеренно морозным, минус 8, местами снег.
На юго-западе будет теплее, чем в других районах. Тут -5 и, конечно же, без осадков не обойдется. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачно, снег и -8. И еще одна интересная информация. Спонсор показа ООО «СМУ номер 12». Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хотите посмотреть? Приезжайте. Запись по телефону 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли, операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода, временами снег, местами метель. Дневные температуры 6-8 мороза. Ветер юго-восточный, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.